Вы не представляете, какая статья расходов для женщины, там, выглядеть хорошо. Это красота не требует жертв, она требует денег. Коко Шанель так сказала, что, говорит, самая тяжелая работа – это выглядеть 24 часа в сутки хорошо. Действительно, это сложная работа. Меня зовут Элина Абдураимова. Я являюсь руководителем завода «Окон Рассвет» и сети студии красоты «Ханум». Я родилась в городе Джума, Самаркандской области, в Узбекистане. Мама у меня была бухгалтер и швея одновременно. Отец был водителем. Первое наше возвращение состоялось в 1989 году. Мы всей семьей, повинуясь общему порыву, приехали в Ленино. Но около года прожив там, были проблемы, как и у всего народа. Не было работы, не брали официально. И в сад не брали, и в школу не брали. Мы вернулись обратно в Самарканд. Видимо, собравшись силами, собрав все ресурсы, вернулись опять уже в Крым в 1991 году. И в Ленино не попав, поехали жить в Евпаторию, совхоз Первомайский. Там мою маму, человека с высшим образованием, с красным дипломом, взяли на сменную работу птичницей. Несмотря на все эти сложности, там была грязная работа, понятно, сложная, но человек, чтобы обратно не возвращаться в Узбекистан, мама и папа, они, в общем, взяли за самую грязную работу, поселили нас в аварийно опасный дом, других не было мест в наличии, но все время существовал риск обваления крыши, и вот мы в нем успешно прожили около 10 лет. Где-то я, наверное, с 6 класса в бизнесе, потому что мы занимались тем, что выращивали животных, там, конкретно кур. У нас были коровы в большом количестве, мы за ними присматривали, в общем, доили, кормили и все прочее. И с 6 класса я с мамой ездила на рынок в Евпаторию, продавала продукты сельскохозяйственной деятельности нашей. И так продолжалось до 11 класса. Я маме помогала и даже ездила сама. В 2010-м я начала помогать своему супругу в сфере оконного бизнеса. Он открыл свой завод. Сначала это был 1 цех, сейчас их 3. И дальше пошло и поехало. Мы переехали из Узбекистана, где все было налажено, на свою родину, где было очень сложно. Мы все время находились в процессе работы, все время трудились, у нас все время были занятия какие-то. Мы помогали родителям по дому, по хозяйству. И наверное, это обстоятельство, оно направило нас в жизни. Теперь, когда я, например, просто сижу перед телевизором, мне кажется, что время проходит зря, и мне все время что-то нужно делать. Я не могу сказать, что прям идея, она в раз возникла. Это было само собой разумеющимся, что что-то должно связано быть с культурой нашего народа. Но 2006-2008 год как раз резкий рост, как мне кажется, в плане нашей культуры. Появились гончары, появились резчики по дереву, по металлу, ткачихи, вышивальщицы. Как раз и Удун-базар, по-моему, в это время открылся. Какой-то был подъем радио, телевидения, был подъем какой-то национального самосознания. Видимо,
все это вместе повлияло на наш выбор. Тем более, что мой супруг, он из национально ориентированной семьи. Его отец буквально с рождения в Узбекистане. Он родился, кстати, в Крыму. Его в 2 года выселили, это Махайната. И он всю жизнь свою занимался тем, что продвигал идею, боролся за идею возвращения крымских татар на родину и являлся участником национального движения. В 2010 мы впервые распахнули двери для первых наших гостей. Ну, до этого года 3 непрерывной деятельности, поисков. И этот проект нам помог сделать Айдер Ягьяев. Сама идея возникла тоже примерно в 2008 году открыть салон красоты. Но поскольку тогда произошел кризис и резкое подорожание доллара, в общем, эта идея была отложена до лучших времен. И только в 2019 году это время настало. В апреле состоялось открытие студии красоты, но когда мы думали, размышляли, какая конкретно должна быть изюминка у салона, других мыслей и не было, собственно, по поводу дизайна. После отеля мы привыкли, что все, что мы делаем, должно быть связано с крымско-татарской культурой. По традиции дизайнером выступил Айдер Бей Ягьяев. Уже на этом объекте мы старались в точности повторить его рекомендации, его требования, все материалы, все украшения, все лампы, декоры тщательно подбирались, выбирались, искали долго, но не меняли ни буквы в его проекте. Судя по отзывам, сколько я слушала, общалась и читала, все девушки, попадающие сюда, себя чувствуют восточными принцессами или чувствуют себя Хюррем из сериала «Великолепный век». Всем нравится. Видимо, аура спокойствия, восточной сказки, тайны, она вот действует на всех без исключения, девушек разных национальностей и вероисповедания. У нас еще продолжается проект под названием «Салоны красоты», поскольку 3-й салон мы открываем через месяц на Ялтинской, и далее еще 4-й салон на Ковыльной. Он в процессе проектировки пока и создания дизайна. Ну, в общем, пока года на 2 нам работы хватит, а дальше, возможно, все сложится таким образом, что пойдем в какую-то другую сферу. Не знаю пока в какую. Может, медицина. Коррупция — это такое чудище, такой монстр, который нужно подпитывать. Если каждый из нас перестанет подпитывать чиновников, то коррупция даже нашими силами на уровне граждан, мы ее победим. Много сказано, много политиков о коррупции говорят, считают многие, что непобедимо. Все просто, на мой взгляд, нужно просто ни при каких условиях лично, очно не договаривать. Ну, положен тебе штраф, заплати. Нарушил, заплати, но не в карман чиновнику, заплати как положено. В материнстве. Природой заложено так, в принципе, уже все сказано на эту тему. В любых народах, в любых религиях женщина равно материнство. Хранительница семейного очага, оджаха, кстати. И пусть закидают меня камнями феминистки, но какая бы женщина успешная ни была в бизнесе, в политике, в любых других сферах, если у нее нет семьи, если у нее нет детей, то всегда есть какое-то небольшое сожаление внутри, что все-таки неполноценная немножко женщина, потому что ну надо, так положено, так заведено испокон веков природой
Женщина прежде всего мама и жена. У меня 4 детей, 2 старших мальчика и 2 младшие девочки. Многодетной мамой быть несложно, потому что, несмотря на какие-то мелкие бытовые проблемы, связанные с их воспитанием, они нивелируются за счет того, что это все-таки большое счастье иметь детей. Тем более мы сейчас в них вкладываем душу, сердце, время, деньги. Старшие 2 у меня хоккеисты. Играют в составе хоккейного клуба «Южные пингвины». Занимаются с 5 лет, около 3 лет уже в хоккее. В общем, я вижу их будущее, хотела бы видеть на хоккейном поприще. Дочь старшая у меня занимается плаванием, а младшая начала только, ей 3 года, только начала осваивать азы фигурного катания. Хотела бы тоже, чтобы она чего-то достигла. Ребенок, он-то отражает, собственно, атмосферу семьи. Он сначала живет в семье, потом в обществе, потом в государстве, потом в мире. И если хочешь воспитать ребенка, воспитать сначала себя. Он ведь смотрит на родителей, на близких. Поэтому я в первую очередь стараюсь личным примером показывать, иначе простыми словами, уговорами не добьешься. Но то, как ребенок себя ведет с близкими, с родными, с бабушками, с дедушками, с братьями, сестрами, вот это надо корректировать и стараться вызвать в них только самые лужшие чувства по отношению к близким. Потом во взрослой жизни он чужим людям не сможет чужих людей предать или обидеть, или унизить, поскольку в семье он привык испытывать другие чувства. Хотелось бы привить им чувство ответственности за свою жизнь, за жизнь близких им людей, честность, порядочность, патриотизм, умение находить решения в кризисных ситуациях и, в конце концов, быть успешным человеком и трудолюбивым. Вот, когда говорят про родной язык, сталкиваюсь с таким мнением общим, что язык пропал, что он исчезает, что мы вот-вот исчезнем с лица земли и все прочее. И жила всегда тоже с таким мнением, что вот никто не говорит, пусть даже на бытовом мы должны стараться, в семье и все прочее. Точно, согласна с каждым из этих утверждений, но в последнее время вот с появлением многих интернет-курсов, словарей онлайн, куча проектов других детских, взрослых на крымско-татарском. Я сейчас уже так пессимистически не настроена по поводу языка, что он исчезнет. Ну, первое и общепринятое правило — это говорить в семье. Ну, в таком случае он же просто на бытовом уровне будет существовать. Нам нужно думать, на мой взгляд, глобальнее. Нужно стараться создавать среду, в которой преобладает этот язык. Потому что вот, придя в магазин, я стараюсь говорить на крымско-татарском. Приду в магазин и скажу: «Ма бір суд беріңіз». Не поймет? Не поймет. Я переключаюсь на русский. Чтобы сохранить язык, говорите дома, учите его в школах, но и старайтесь создавать среду крымско-татарскую, окружение ваше. Ничто человеческое нам не чуждо, но в моем окружении большинство моих знакомых, они в совершенстве владеют крымско-татарским. И мы, когда собираемся вместе или пересекаемся, или говорим по телефону, мы говорим на своем языке. Сейчас многие школы преподают крымско-татарский, но
Программа там, честно скажу, неинтересная, мягко говоря, неинтересная, а даже иногда и направлена на то, чтобы ребенок устал или не хотел бы изучать крымско-татарский, поскольку программа такая, что она в точности копирует программу русского языка. Ну, мне кажется, чтобы заинтересовать нынешнее поколение детей в изучении родного языка, нужно немножко пересмотреть эту программу, сделать ее более интересной, веселой. Не надо копировать программу изучения других языков. Давайте сами начнем с интересного песен, стихов, обычаев, истории. У нас же богатая история, многовековая. Вот с такого бы интересного начать, а потом уже переходить на существительные, прилагательные, подлежащие и сказуемые. У крымских татар много целей было. Раньше это было возвращение на родину, мы ее достигли там, общими усилиями, чьими-то жизнями, покореженными судьбами. Дальше какая цель была? Развитие языка. Мне кажется, на сегодняшний день многие представители нашего народа стараются вытянуть со дна, вытащить нашу культуру, дать ей развитие. Нашему народу нужно стараться получить образование, стараться вкладывать деньги в своих детей, в их развитие, увеличиваться численно и работать, богатеть. Никогда не посещали. Более того, когда, всегда, когда какие-то передряги на территории Крыма, все равно отток существует, потом приток. У меня не было никогда мысли уехать. У нас другой родины нет. Свободный человек — это такой человек, который находится там, где он хочет, с теми, с кем он хочет, с кем ему приятно общаться. Ну и плюс покой, непременная составляющая свободы. Ты находишься в ровном, уравновешенном состоянии, потому что ты свободен от проблем, от долгов, от болезней, от тяжелых дум. Это тоже свобода моральная. Молодежь нынче должна стараться все время быть в процессе какой-то деятельности. Трудолюбие — это главное качество в достижении успеха. Не талант, не достижение родителей. Только ты сам в процессе непомерного труда, исканий, изысканий, работы над собой можешь достичь, запросто можно достичь любых целей. Только нужно немножко сделать больше, чем ничего. На сегодняшний день я считаю, что только вокруг религии может объединиться наш народ. Любая религия, она призывает к тому, чтобы человек не убил, не украл, не обманул. Только религия дисциплинирует человека, не какая-то временная идея или личность, или политик. Я себя считаю счастливым человеком, потому что у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть близкие знакомые, которые живы, здоровы, счастливы. Мне нравится то, что я делаю, и чем я занимаюсь, и не считаю это работой, хобби, приносящие деньги. Это человека делает счастливым.